Многочисленные зрители и болельщики собрались в спортивном зале Центра олимпийской подготовки в Назране. Первая пара файтеров выступает в весовой категории 75 килограмм. На протяжении первого раунда спортсмены выкладываются по максимуму, обмениваясь серией мощных ударов. В борьбе спортсмены также не уступают друг другу. Соперники осторожничают, внимательно наблюдая за действиями друг друга. Боец синим демонстрирует необычный стиль борьбы, но его оппонента это вовсе не смущает. Воспитанник клуба РЗ проводит пару результативных бросков и со счетом 12-4 уверенно проходит дальше по турнирной таблице. Соревнования по комплексному единоборству, или сокращенно КАЕ, знаменует открытие серии сезонных турниров Ассоциации спортивных единоборств Ингушетии. Дисциплина комплексного единоборства, сокращенно КАЕ, уже известная местной аудитории, не только местной аудитории, поэтому особых трудностей проведения турнира не возникает. Ну и самое главное, вы видите, условия проведения турнира, великолепное здание, администрация этого учреждения нам всячески помогает, ну и поддержка наших коллег, судебных приставов. Сейчас вы видите, в зале очень много. Особенность соревнований по комплексному единоборству состоит в том, что все дофинальные схватки проходят по прикладной системе, которая подразумевает проведение 2 раундов по 3 минуты. В первом задействуют ударную технику, и организаторы турнира позаботились о безопасности участников. Наличие защитного шлема и жилета на спортсмене строго обязательно. Ну, участники у нас дисциплинированные, так как у нас они привыкли уже выступать на этих турнирах. Есть, правда сказать, небольшие нюансы, новички, они некоторые не понимают. Тут есть первый раунд, второй раунд, первый раунд ударная техника, вторая борцовская. И, как говорится, по привычке они и в первом раунде пытаются бороться, но это все такие нюансы, которые мы моментально стираем. Ну, ребята самое главное, ведут себя достойно и в честной борьбе определяют победителей. Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Аптий Андиев также отметил, что комплексное единоборство – это стремительно развивающееся спортивное направление в нашем регионе. К тому же оно является достаточно удобным для того, чтобы особенно на начальном этапе привить ребятам навыки грамотного выступления на татами. Призовые составляющие, медали, грамоты, кубки переходящие, командные, общекомандные, личные кубки. В этот раз у нас получилось очень хорошо. У нас 6 возрастов, 151 призовое место, плюс 18 номинированных кубков, 3 общекомандных кубка. Я думаю, нужно быть очень невезучим спортсменом, чтобы уйти с этого турнира с пустыми руками. Также спортсмены, показавшие лучшие результаты на этих соревнованиях, будут представлены в Министерство по физической культуре и спорту для присвоения им звания кандидата в мастера спорта России по комплексному единоборству. Михаил Тангиев, Тамерлан Лужахов, Новости 24.